Шалом, hello и так далее. Друзья, сегодня 15 августа 2025 года. Стрим так начался, все нормально. Время 18:00 по Берлину, 19 по городу Джохару. Друзья, вас всех приветствую. Сегодняшний наш стрим называется «Высокие ставки». Трамп поставил Путина на колени до начала встречи. Давайте об этом и многом другом поговорим. Стрим у нас идет на YouTube-канале Reality и на TikTok канале, и в TikTok на канале Аслан Арцуев. Что еще? Ну, вначале я вам немножко новостей, события, которые происходят. Так, давайте сейчас я... Трамп вылетел на Аляску и сделал несколько заявлений на борту Air Force One. Он летит на Аляску с надеждой, что из переговоров, в кавычках, цитата, что-то выйдет. Обмен территориями будут обсуждаться на встрече с Путиным, заявил Дональд Трамп журналистам. При этом, по словам президента США, он должен позволить Украине принять это решение. Я думаю, они примут правильное решение, отметил Трамп. На вопрос о гарантии безопасности для Украины Трамп ответил, что США могут принять в них участие наряду с Европой и другими странами. При этом членство Украины в НАТО он исключил. Если Путин окажется не заинтересован в мире, его ждут очень тяжелые экономические последствия, отметил американский президент. Я заметил, что Путин, привозит много деловых людей из России. И это хорошо, мне это нравится, потому что они хотят заниматься бизнесом. Но мы не будем заниматься им, пока не разберемся с войной, добавил Трамп. Президент США также отметил, что продолжающиеся атаки РФ вредят Путину и не делают его сильнее. Также у себя на странице, в своей социальной сети, Дональд Трамп написал high stakes, то есть ставки высоки, высокие ставки. Это термин из покера или из карточных игр, такой, что все очень высоко. Также стоит отметить, что перед тем, пока Путин находится в Магадане и возлагает цветы к мемориалу американских и советских летчиков, уже на Аляску прибыли Лавров, ну и вся разная банда. И, конечно же, пул журналистов. И вот пропагандистка Маргарита Симонян, матерая фашистка, написала у себя в социальных сетях. По-моему, в Телеграме она где-то написала. Наших журналистов, прилетевших на Аляску спецбортом, в самолете кормили котлетами по-киевски. Это был такой троллинг. Далее мне тут сообщили, Геннадий Чебан пишет мне, что российская делегация на Аляску повез тот самый борт, пойманный в Аргентине на транспортировке 400 килограммов кокаина. Ну что сказать, молодцы. Вот такая вот ситуация интереснейшая развивается. Ну и дополнительно этой новости есть новость по поводу... еще интересно отметить, что так называемый министр иностранных дел фашистской России Лавров начал, когда ему журналист начал, хотя он был в майке СССР, они хотят это представить, что они как будто СССР и США, это как будто аналогия там с 1962 годом, вот этот кубинский ракетный кризис, когда был.
Лавров заикался, взгляд бегал, был напуган. Мое личное наблюдение. Ну и еще одна очень интересная новость. Макрон и Зеленский анонсировали личную встречу после саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В зависимости от повестки дня, когда это будет наиболее полезно и эффективно. Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон 15 августа провели телефонные переговоры. В пресс-службе президента Франции заявили о тесном и постоянном диалоге лидеров Украины и Франции. В июле Макрон впервые с 2022 года созвонился с Владимиром Путиным. Разговор продолжался более 2 часов. Эммануэль Макрон вновь подтвердил непоколебимую поддержку Франции суверенитета и территориальной целостности Украины, призвал к скорейшему прекращению огня и переговорам между Украиной и Россией, сообщил Елисейский дворец. И на этом фоне тоже очень интересная новость проскочила на Deutsche Welle на русском языке. Национальный совет безопасности – этот орган в новинку для Федеративной Республики Германии. Но его аналоги есть примерно в 60 странах мира. Совет будет принимать решения по вопросам безопасности и готовить сценарии действий властей в чрезвычайных ситуациях и кризисах, а также координировать деятельность спецслужб в стране. Возглавит совет канцлер, а постоянными его членами станут 8 министров из разных сфер. Почему совет решили создать сейчас и в чем его смысл? Германия в прежние годы редко играла лидирующую роль в мировой политике и могла позволить себе более медленные процессы, поясняет Филипп Ротман из Берлинского института глобальной публичной политики. Поскольку ФРГ часто не могла занять определенную позицию, федеральное правительство часто воздерживалось от голосования по ключевым для Европы вопросам, говорит он, отмечая, что это вызывало разочарование у европейских партнеров. Война РФ против Украины вынудила немецкие власти задуматься о скорости реакции на изменения в мире. Во многом фундамент для создания НСБ заложило еще правительство Олафа Шольца. Но в конечном итоге его создают примерцы. Орган считается любимым проектом нового канцлера. Однако Ротман призывает пока не возлагать большие надежды на НСБ. Это важный первый шаг, но мы должны продолжать и посмотреть, как новый орган будет развиваться и функционировать на практике, поясняет эксперт. В то же время он полагает, что с созданием НСБ коммуникация властей с немецкими ведомствами по безопасности станет более продуктивной. А я от себя добавлю, что скорее всего это свидетельствует о том, что немецкие власти ожидают либо ядерной войны, либо вторжения фашистской России на территорию Германии или нападения на страны НАТО, и либо каких-то очень серьезных чрезвычайных ситуаций, для чего как раз он и создан, о чем как раз и говорит Deutsche Welle. Это говорит о том, что сегодняшняя встреча, которая начнется где-то в 9-10 вечера по берлинскому времени, она имеет историческое значение и очень-очень важное значение имеет. Отношение к пропагандистам. Я вот вам сказал, да? Смотрите, российские пропагандисты, прибывшие на Аляску на освещение саммита Россия-США 15 августа 2025 года, были размещены в необычных для них условиях на арене хоккейного клуба Анкориджа. Пропагандистов разместили в спортивном комплексе, где для них организовали спальные места на раскладушках.
предоставленных американским Красным Крестом. Раскладушки были установлены в холле арены с перегородками из шторок для минимальной приватности, а мужчины и женщины разместили вместе. В комплекте также появились указания, в комплексе, извиняюсь, также появились указатели на русском языке для удобства. Некоторые источники отмечают, что условия были далеки от комфортных: вода из фонтанчиков, отсутствие нормальных кроватей и гостиничных удобств. То есть просто над ними издеваются абсолютно. Один в комментариях написал человек, что пусть привыкают к нарам. Фактически это такие раскладушки, наверное, вы видели в американских фильмах, да вообще обычно это где-то в таком в палаточном там шатре где-нибудь. Вот там бывают вот такие вот эти раскладушки, такие твердые, жесткие. Но зато спина болеть не будет, я думаю, у россиян. И, как я вам сказал, Маргарита Симонян сообщила о том, что их, когда они приземлились на борту, который Патрушев тогда вывозил кокаин, 400 килограммов из Аргентины, и их накормили вот котлетами по-киевски. Такой троллинг высочайшего уровня. Ну и, конечно же, сама риторика Трампа говорит о том, что церемониться с этими товарищами никто не будет. Поэтому я считаю, что сама вот эта большая шахматная игра, которая сейчас разворачивается на наших глазах, творится реально история, она свидетельствует о том, что США и Запад, в принципе, подчистую выигрывают. Да, где-то нужно пожертвовать пешкой, где-то нужно сказать какое-то ласковое, приятное слуху слово, польстить, да, лесть, она же ничего для льстящего не стоит. Поэтому вот такая вот интересная сейчас разворачивается ситуация. И я полагаю, что скорее всего, даже Путин не прилетит. Через 2-3 часа мы узнаем. Он сейчас находится буквально в 100, может, километрах, да, если от аэропортов смотреть. Потому что между Аляской и восточной частью России, вот этот Берингов пролив, он получается там, может несколько километров там, до острова, который находится между ними, который принадлежит России. Там я читал, что 3,8 километра. А так в целом может быть там 30, может 40, может 20, может 10 километров. Вот такое вот расстояние. Лететь там вообще небольшое расстояние. Посмотрим. Путин может воткнуть заднюю. Но даже если он не воткнет заднюю, я полагаю, что если он туда прилетит, война в Украине окончится. И есть такое у меня подозрение, что, хотя говорят, что его не будет, что, возможно, на Аляске будет и президент Украины Владимир Зеленский. Посмотрим. Видимо, пока не оглашают, не разглашают, что пока не зная, как себя поведет вот эта делегация, да и Путин еще пока не приземлился. Ему, в принципе, лететь там минуты буквально, если брать от России до Аляски. Посмотрим. Салам всем свободным людям, салам, брат Астан, салам, Эд, салам, дорогой. Ну как тебе встреча фашистской Российской Федерации делегации? Встреча шикарная просто, шикарная. Уже их ставят на колени, показывают место собакам и фашистам, какое у них есть. А то они из себя возомнили, что они какие-то там великие завоеватели, великие имперцы, строители новой империи и повелители судеб народов. Нет, мы видим, что просто как собак просто закрыли. А самое интересное еще, журналисты, российские пропагандисты, извиняюсь, что назвал журналистами, российский пропагандист вышел, снял машины полицейских, 6 машин,
и там огромное количество полицейских, как внутри, так и по периметру вот этого хоккейной вот этой арены, хоккейного здания, где разместили россиянцев. Вот такая вот интересная. Осла, собаки хорошие животные, просто свинья. Да, да, я извиняюсь, конечно же. И ни собак, ни вообще никакое либо животное нельзя с ними сравнивать на самом деле. Абсолютно с тобой согласен. Это просто людоеды. Людоеды будет самое правильное им название, конечно же. Кстати, я как раз хочу приобрести собаку. Собачек не обижайтесь, все, тут протест такой. Я полностью, Бабонетка, полностью согласен с вами. Так, подождите, я сейчас отключу вот этих тролликов, а то я им слишком демократии, они почувствовали тут демократию, и они мне тут пишут. Отец Василий пишет, что я не мусульманин. Ян, Монозон, приветствую тебя. Великая Россия – это анекдот. Да, Ян, это величайший анекдот и очень смешной анекдот, который мы будем видеть. И я полагаю, война в Украине должна остановиться. Я думаю, я надеюсь, что она приостановится, и украинцы немножко переведут дух и немножко разберутся у себя в тылу. Потому что если не разберутся они, то разберутся с ними. Мы, чеченцы, это уже проходили. Друзья. Поэтому дай Бог лучшим сынам и дочерям Украины выстоять в этой борьбе. Все делается для победы, друзья. Не слушайте пропаганду, которая тут развязывается. Да, Трамп такой умеет провоцировать. Он, знаете, как боксер, который тебя лупит со всех сторон. Причем иногда он может даже поглаживать. Но он это делает для того, чтобы узнать твое слабое место, где ты, как ты расслабишься. И в этот момент будет наноситься мощнейший удар в это самое слабое место, как только противник раскрывается. Поэтому давайте наберемся терпения. Мы все поддерживаем Украину, настоящую Украину, не ту, которая ГБшная, не та, которая зазывала вот этих фашистов к себе в дом, чтобы оккупировали их страну, а из них сделали новых дворян. Украинцы не холопы, и они не позволили сделать из себя холопов. Поэтому, за ту Украину, которая бьется, которая честная, которая справедливая, которая на стороне свободы. Вот такая вот интересная история получается. Ну почему выбрали Аляску, чтобы люди не прилетали? Не знаю я пока, я не могу сказать, почему точно ее выбрали. Но может быть по какой-то причине, может быть, знаете, на территории ну, давайте я свое мнение скажу. У меня нет никакого инсайда, я ни секретов не раскрываю, хотя иногда я угадываю и раскрываю эти секреты. Значит, лучше нужно шифроваться, чтобы я не мог их разгадать. Я полагаю, как мы знаем, проходили учения, да, японцев и американцев в Тихом океане. Именно в этой области проходили. И сейчас в этом месте сконцентрированы огромное количество американских кораблей, подводных лодок, авианосцев и так далее. Это самые масштабные учения, которые вообще проводились в этом регионе американцами, японцами и, скорее всего, канадцами. И, скорее всего, разговор будет жесткий.
скорее всего, будет разговор жесткий. Именно поэтому, возможно, сейчас немцы создают НСБ, Национальный совет безопасности, и мы увидим, наверное, очень много событий. Я постараюсь сегодня, я просто не знаю, во сколько они снова выйдут в эфир, ну, после их встречи, ориентировочно где-то они в 9, в 10 собираются встретиться. Вот мы сейчас проведем стрим, где-то 7:30, 8 мы закончим наш сегодняшний стрим. И через буквально час-два они уже встречаются. Сколько продлятся их переговоры? Время разное, да. Там будет как раз время, дневное время. Может быть, я сегодня же снова выйду в эфир и вам буду в прямом эфире комментировать, рассказывать. Мы все вместе примем участие в этом историческом событии. Но посмотрим, как это все будет развиваться, потому что если переговоры не пойдут, может начаться ядерная война. Посмотрим. Путин и фашнявая русня, они очень угрожают своими атомными бомбами, их все должны бояться там, и так далее. Но их никто не боится. Их никто не боится. А они боятся, именно поэтому и угрожают. Местные жители специально забронировали все свободные номера в гостиницах. Ну, Адам, смотрите, когда они договорились об Аляске, и Аляску им предложили, я как бы не оспариваю то, что вы говорите, но если, допустим, они договорились, и американская сторона предложила им встретиться русским на Аляске, то принимающая сторона обязана обеспечить их гостиницами там, и так далее, и так далее. Если бы местные жители специально забронировали бы, и там власти были бы против, а видно, что там это делается специально, то, конечно бы, наверное, нашли бы несколько номеров, там, может, несколько десятков номеров, для того, чтобы этих людей, которые специально саботируют, скажем так, чтобы им помешать, не дать этого сделать и не опозориться перед стороной, которую вот они пригласили. И более того, когда они сами предложили, американцы, то они бы, наверное, автоматически уже забронировали бы там номера, да, приблизительно хотя бы. Эти встречи проходят там каждую там неделю, месяц там по всему миру, и американцы это, ну, там по всему миру путешествуют, встречаются и так далее. Это как бы для них знакомо и известно, как это все делать. Поэтому я полагаю, что забронировали не просто местные жители, а это такая специальная политика, которую предпринимают. И почему расположили, они не могли какой-нибудь домик, да, там много людей, там много полицейских, там много других людей, сказать, да, давайте дачу, виллу, еще что-нибудь. Ну, короче, понятно, что это просто показывает им свое место. Это показывает не кто-либо, а показывает государство, Соединенные Штаты. Так, божественную я тут заметил. Нечасто нам она пишет, а как так получилось, без президента Украины решается их судьба? Божественно, не решается. Не спешите делать выводы. Не спешите делать выводы. Возможно, Зеленский там будет. Просто, наверное, нам все не будут же раскрывать. Там, наверное, какие-то будут очень интересные моменты, которые уже мы наблюдаем. Так что без Зеленского, без Украины ничего решаться не будет. Я полагаю. Салам, брат. Салам, салам. Бензоколонка уже не региональная, просто болото. Да, абсолютно. Абсолютно.
интеграция из крепостного права в ГУЛАГ прошла успешно. На этом развитие на России закончилось. Это точно. Это точно. Так. Как ты думаешь, Крым может временно перейти под контроль Турции, спрашивает Эд. Да, я считаю, что Турция давно претендует на Крым. Там живут крымские татары. И, скорее всего, я об этом и раньше, помните, делал стрим и с таким названием. И да, я думаю, скорее всего, после окончания войны под контроль Севастополь возьмет Турция. Собаку не покупайте, я в приюте возьмете, если есть там приюты. Или я вам из Беларуси подберу, в наших приютах и передам. Баванетка, спасибо, не нужно ничего передавать. У меня просто есть на примете одни собаководы, которые мне именно те собаки, которые мне нравятся, мне подарят. Спасибо. Так. Так, подождите. Я вот это вот заблокирую, а то он слишком распоясался тут. Отвлекает меня. Уровень уважения к делегации России, конечно, останется в истории. Еще говорят и уважают во всем мире. Уважают не то слово. Уважают, просто догоняют, дают пинка и потом еще больше уважают. Так. Надеюсь, Путина арестуют на Аляске, потом на бутылку посадят. Я тоже надеюсь, что его арестуют, но я боюсь, он не пролетит вообще просто туда. Есть все основания полагать, что он просто не долетит туда. Так, надеюсь. Там уже решили судьбу Украины и других государств, на переговоры не едут, не решив уже. Да, Фаиза, я с вами согласен. Я думаю, там уже много что решено. Есть такое ощущение, что Россия полностью вернет все захваченные территории. Мне тоже так кажется, Иркин. Все будет восстановлено. Украина получит все обратно. Аслан, ты не хочешь заблокировать КМ? КМ. Кто такой КМ? А этот? Так уже это. Все сделано. Да. Да вряд ли что-то изменится. Договариваться. Но не скажите, Дмитрий, во-первых, изменится. И либо будет эскалация, либо будет, наоборот, примирение. Привет. Хочешь предугадать, что будет? Послушай Жириновского. Ну, смотрите, некоторые вещи Жириновский, конечно, знал, как человек, вхожий во власть, и через него ФСБ сливала информацию. И многие вещи, которые происходят в этом мире, об этом писал Бзежинский, другие американские эксперты и стратеги. И, знаете, ничего не происходит само собой. Идет определенный курс,
направление, и в этом направлении движутся. И русские воруют эту информацию, там, шпионят за ней, получают ее, анализируют, прикидывают, у них тоже есть какие-то свои аналитики. Но еще нужно отметить, что сейчас искусственный интеллект, и многое сейчас вкладывается в рот, в лицо, в губы Жириновского, и как будто он там все знал, там, и так далее, и так далее. Некоторые вещи, да, он реально знал, и, конечно, что-то он говорил. А так, что будет, ну, Жириновский не знал, что будет, понимаете, реально, что будет, идет определенная стратегия, а потом уже тактические изменения происходят. Валейксалам, реалист, Машволь. Вот отличный ник, реалист не он. Тебе нужно на YouTube-канале смотреть реалити, реалист. Поэтому так что все нормально, не волнуйтесь. Пожалуйста, это пожалуйста. Но чуть-чуть, говорит, Трамп слаб для такого. Трамп, ой, но чуть-чуть. Но чуть-чуть. Ну, что значит Трамп слаб? Трамп президент самой мощной страны в истории человечества, которая не просто достигла вот таких каких-то высот, да, и это ее пик. Она сейчас на подъеме, знаете, как волну, когда на дельтаплане летишь, ловишь волну и еще больше поднимаешься. Вот приблизительно так сейчас происходит событие. Америка поймала волну, Америка на 99 лет приходит на Кавказ, Америка ставит на колени фашистскую Россию, мы это видим. Вы риторику особо не слушаете. Там сказал, тут сказал. Это пощупывание, прощупывание. Идет целенаправленная, мощная работа. И Трамп, во-первых, не слаб. Во-первых, как личность он не слаб. Знаете почему? Во-первых, это человек не пьет, не курит. Да, в обществе, где алкоголь, сигареты доступны, имеет очень мощную силу воли. Правильно? Не курить, не пить, в этом обществе находиться. Он очень умный человек. Сейчас он говорит такие фразы, чтобы лишнее что-то не сказать, и он какие-то там фрагментами, какими-то нарративами все это выдает. Но это очень интеллектуальный человек. Это раз. Это уже два. Во-вторых, это человек-миллиардер, который опускался почти до нуля в финансовом плане и снова поднимался. Этот человек имеет очень мощную команду. Да, он не из бедной семьи, как мы знаем, но всего лишиться, а потом подняться, а не спиться или там не занаркоманиться, это нужно иметь, знаете, очень такой мощный характер, силу духа. И самое, что мы все стали очевидцами этого, когда в него стреляли, пуля, которая прошила ему ухо, да, набросились охранники, все его завалили, там спрятали и хотели его вывести. Ну что такое, да, не попали, шок должен быть у человека, ну как бы у нормального человека ничего в этом зазорного нет, если человек пугается, испытывает шок, это даже от человека не зависит, когда это состояние происходит. Ну и он растолкал своих охранников, поднял руку и крикнул: боритесь, боритесь, боритесь. Помните этот момент? Трамп очень сильный. Но оставим личность Трампа. Давайте возьмем просто пост президента самой великой страны, самой мощной, экономической, военной, во всех смыслах, интеллектуальной, технологической, самая мощная страна. В истории человечества такого государства просто не было. Можете себе представить? Да, в силу технологий, в силу возможностей, даже вот Британская империя, или там Римскую мы не берем, да, она тоже захватила большую территорию. Но про мир Римская империя не могла даже мечтать. Британская империя была очень мощной, да, Советская империя достигла тоже больших высот на Евразийском континенте. Но мировой державой, мировой цивилизацией, которой мы каждый день пользуемся, просто не было. Понимаете? Просто ее не было.
И этот человек является президентом. Президент это не просто какая-то там должность. Это целая система, структура. И Дональд Трамп является сильной личностью, возглавляющей сильное, мощное государство. Я полагаю, я верю в это, он избран Богом в этой ситуации. И вот это ранение его, и все вкупе складывается в то, что мы стоим на пороге исторических событий, и его ведет сам Бог. Я в это верю. Пойдемте дальше. Асан, ты считаешь Дональда Трампа великим президентом? Абсолютно так. Абсолютно. Великим президентом Соединенных Штатов Америки. Это не мой президент. У меня есть президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. Я верен своему президиуму, но я понимаю, что мы живем вот в этом мире, где сегодняшние Соединенные Штаты Америки, которые лидеры в гуманитарном праве, в международном гуманитарном праве, в защите прав человека, многих-многих хороших вещей. И эта страна может дать шанс моему народу, который находится под оккупацией, геноцидом, гнетом, тотальным обманом, тотальной пропагандой и на полное уничтожение моего народа. И я очень рассчитываю на эту страну и на этого президента в частности. Понимаете? Именно на него я рассчитываю больше всего. Хотя президент может приходить, уходить, и я как бы буду на стороне Соединенных Штатов Америки до конца своих дней. Даже если буду недоволен, даже если буду критиковать. Понимаете? Это величайшая страна и величайший народ, величайшая нация. Они сами себя сделали. Аслан, Черчилль тоже пил и курил. Он его считал великим политиком в истории Британии. Да, Черчилль пил, Черчилль выпивал, если это не фейк, то литр виски в день и скуривал там пачку сигар там, или там сколько-то там сигар скуривал. Да, пил, курил, но это слабость. Черчилль был интеллектуально мощнейшим, фигура мощнейшая была Черчилль. И он оказался в нужное время, в нужном месте, и реально был интеллектуал, высокий, мощнейший интеллектуал был. Но это слабость. Да, это не делает его ничуть там сильно хуже, да, если бы он не пил бы. Но это тоже говорит о силе характера. Но я отмечу, что одно дело, когда ты молодой выпиваешь, куришь там и так далее. Но когда ты достигаешь там 70-летнего, 80-летнего возраста, и все, что ты курил и пил, сказывается на твоих способностях, интеллектуальных способностях, в первую очередь, да и физических. И, как мы знаем, Черчилль прожил не так много, хотя очень крепкий человек был сам по себе, имеется в виду физически. Так, дальше. Алейкум салам, позитрон. Салам алейкум, чат. Трамп крутой. Да, Трамп очень крутой. Шериф Трамп, да он, шериф Трамп. Путин тоже уже старый еще тот. Да, Путин тоже, кстати говоря, не курит и не пьет. Ну, может, выпивает, но не курит, по-моему. И Евгений Панасенко это фашист российский. Понимаете? Как он просто лижет пятки в нужном направлении. И я ему абсолютно не доверяю. Кто такой вообще, какой историк такой Панасенко? Что он, какие труды создал Панасенко, что вот его там на России так раскручивают и так говорили. Это вот один из симулякров, на мой взгляд, который запускается в пространство. Поэтому вот такой интересный, да, Старклайд. Заходишь там, чик-чик, там, щупаешь какие-то там, забрасываешь свои эти. Да-да. Так-то Гитлер тоже не тупым человеком был. Да, правда, был людоедом. К сожалению, Трамп слаб и прогибается перед Путиным. За полгода не ввел ни единой санкции против России. Говорит одно, делает другое. Бог не любит лжецов. Слава Ичкерии, слава за свое. Максим, нет, вы ошибаетесь. Нет, это не так.
Вы ошибаетесь. За несколько часов, Fox News сообщает, за несколько часов до саммита с президентом Трампом президент России Владимир Путин выходит к памятнику сотрудничества США во время Второй мировой войны. Посмотрим. Посмотрим. Кстати говоря, давайте еще вам интересную новость подкину, чтобы вы тоже еще сильнее разозлились на Трампа и подумали, что же он такое делает. Трамп поговорил по телефону с Лукашенко. США и Беларусь обсуждают освобождение еще 1300 политзаключенных. У меня состоялась замечательная беседа с уважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка было выразить ему благодарность за освобождение 16 заключенных, написал президент США. Он добавил, что обсудил с Лукашенко в том числе визит Путина на Аляску, назвал беседу плодотворной и намекнул на личную встречу с правителем Беларуси в будущем. Это Deutsche Welle пишет, правителем. Как сообщает телеграм-канал, пресс-служба Лукашенко ПУ-1 по состоянию на 16:56 по минскому времени разговор завершился 10 минут назад. Трамп повторил свою угрозу президенту России Владимиру Путину тяжелым экономическим последствиям, пригрозив, если он заблокирует мирный процесс в Украине. Пороховой завод «Эластик» был разнесен. Просто ничего не осталось. Вот сейчас смотрю. Ебать, тут ни одно, ни два здания. Тут пиздец. Ничего не осталось. Просто территория огромная, просто снесена. Да, такая вот печалька. Я очень надеюсь, что Дональд Трамп, я верю в это, надеюсь, что он Богом и нам послан, бедному нашему чеченскому многострадальному народу. Рязанский пороховой завод уничтожен полностью, если что, имейте в виду. Просто нема больше Рязанского завода. Ой-ой-ой, какое горе. Также важно отметить, что на Аляске вышла большая демонстрация в поддержку Украины в Анкоридже в преддверии встречи президента Путина и Трампа. Люди стоят вдоль дороги, огромная вереница людей с украинскими флагами, с плакатами, с транспарантами, с американскими флагами. Эх, спасибо вам, американский народ, огромное вам спасибо. Огромное вам спасибо. Вы себе страну построили и миру помогаете. Так.
Давайте дальше. История с кокаином тогда чем закончилась, говорит Эркин. История с кокаином закончилась тем, что за кокаином прилетел самолет, лично Патрушев, вот на том борту, на котором они сейчас прилетели, журналисты прилетели, как говорят, на Аляску, прилетел борт с Николаем Патрушевым и забрал груз, который был заменен, кокаин был изъят, конечно же, и наблюдали, кто приедет. Приехал Патрушев, забрал и улетел. Муку забрал. Муку забрал или что-то там забрал. Кокаин не забрал. Людей, у которого нашли, по-моему, кого-то задержали, потом обменяли. Вот это потом я уже не знаю, что там стало. Позитрон. Черчилль как-то сказал, мы зарезали не ту свинью. Надеюсь, настало время исправить эту ошибку. Я надеюсь, Позитрон, мы сейчас видим просто воочию, как все это происходит. Это происходит на наших глазах. Будет наказано. Христианский Бог презирает лжецов. Трамп, чтобы победить на выборах. Ну, Максим, давайте мы не будем сейчас говорить. Христианский Бог, он един. Понимаете? Ваш христианский Бог, или может ты не христианин, а вообще христиане, и Иисус, это и у мусульман, и у иудеев, я не помню точно, и как бы Бог, он един, он один, да, как мы единобожие считаем. Ну, может, не знаю, кто ты. Поэтому давайте подождем, не спешите. Хорошо, Трамп делает все правильно, Америка делает все правильно, все отлично. Все отлично, не волнуйтесь, все нормально. Вам понравится. Трамп же сказал Зеленскому, все нормально, тебе понравится. Так, без троллятины неинтересно, скажите. Их вообще тишина. Видите, и стрим не раскручивается. Когда троллятина заходит, у нас там 500, 700, там 1000 человек смотрят. Особенно если название такое привлекательное для русских. Когда ставишь ты какой-нибудь там, мы же на русском языке вещаем, название на русском языке. И когда ты ставишь название там, что Путин там переиграл, победил, все прибегают смотреть. Ну или какая-нибудь интересная новость, когда актуальна. А тут я говорю, что Путин поставлен на колени. Все, это уже я русский, да ну, не буду смотреть. Привет из Украины. Привет, Макс. Так, от военной эйфории, давайте еще вам интересных новостей подкину. От военной эйфории к угрозе рецессии. Путин летит на Аляску на фоне проблем в экономике. Российская экономика переживает тяжелый период. То, что обеспечивало рост после нападения на Украину, сверхвысокие экспортные доходы, щедрые бюджетные вливания и оборонный сектор и вынужденные инвестиции бизнеса себя в основном исчерпала, и в 2025 году экономика оказалась на грани рецессии. Во втором квартале экономика России выросла на 1,1% в годовом выражении. Это заметно ниже прогноза ЦБ плюс 1,8%. Консенсус, прогноз аналитиков, которые регулярно опрашивают Bloomberg, давал рост на 1,5% по уровню прошлого года. Экономика, возможно, едва избежала технической рецессии, считает экономист Capital Economics Лиам Пич. Ну, короче говоря, все плохо. Все плохо с экономикой. Даже при сохранении роста 1-2% в ближайшие годы это будет заметное замедление по сравнению с военными годами.
23-24 года российская экономика росла примерно на 4% в год. Подробнее состояние российской экономики накануне саммита Трампа и так далее. Выплачивались деньги, зарплаты вот этим наемникам, боевикам российским, которые шли воевать. И вот теперь все заканчивается. Знаете, когда идет война, там выплачивают всем вот эти боевые, там зарплаты, потом по убитым там какие-то копейки выплачиваются. Получают люди деньги, бегут квартиры покупают, берут машины, там туда-сюда вкладывают, там куда-то тратят деньги. И это такая, как будто, знаете, когда адреналин или какой-нибудь наркотик вкалывают, да, человеку, обезболивающего, там, когда он теряет сознание, ему плохо, и он раз приходит в себя, а потом опять становится плохо. Вот сейчас приблизительно то. Американские бургеры дороже России. Да, абсолютно так. Так, отлично. Ух, какой взрывчик. Мощный взрыв. 3 человека всего погибли, говорят россияне. Хотя в это трудно поверить. Сейчас был такой удар. А. Это что? Это Рязань, Сейчас был детка. такой удар. Это что? Сейчас был такой удар. Да, отлично, все отлично. Так держать. Слава Украине, слава ЗСУ. Что у вас там, россияне, если... Ладно, не пишите, россияне, то вас еще привлекут. Хотел узнать, что у вас там с этим, как его... с WhatsApp, как дела обстоят? Так. Ну что, друзья. Надеюсь, самолет бледной молью взорвут на подлете к Аляске. Я думаю, нет. Я думаю, если он все-таки отважится прилететь, он подпишет то, что нужно, посидит какое-то время, и, может быть, его отпустят. Кстати, тоже интересную, чуть не сказал, тоже важную новость, которая тоже пробежала. Я быстро готовился к эфиру, все пытался быстренько посмотреть. Мишустин, который где-то на саммите где-то, по-моему, в Казахстане, что ли. И он сказал, что срочно ему нужно возвращаться в Москву, так как Путин сейчас улетает туда и никого нет. Может так стать, что премьер-министр по Конституции России является вторым лицом в государстве, и после того, как Путин задержится на Аляске,
может Мишустин стать президентом. Но это гипотетический сценарий, который исключать мы тоже не можем. Кстати, ВВП Майнкрафта больше, чем у Москвы. Серьезно же, я просто не знаю эту игру. Я слышу, что это за игра такая мощная. Невероятно. Свинарник их уже поместили. Да, да. Как вы относитесь к США, говорит? Это был очень оригинальный вопрос, конечно. Вы просто должны видеть это. Обязательно посмотрите на раскладушки, где их поместили. Беженцы, ну пусть к нарам привыкают. Это самые настоящие нары. Пусть привыкают. Пусть привыкают. Пусть работают. Кстати, страны Балтии сказали, что они полностью готовы к обороне от России. Стратегия оборонительная у них уже готова, и они, в принципе, балтийские страны готовы. Посмотрим. Хай, Ясмина, хай. Знаете, вот эти российские журналюги, пропагандюги, которые там находятся, которых там полицейские машины, полицейские в большом количестве. Такое впечатление, что они как будто полностью под наблюдением. Это очевидно, ну как будто, короче, под арестом они находятся. Посмотрим. Вітаю, Аслан. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Вітаю вас, Сэм, Ян. Вітаю. Август на России всегда преподносил сюрпризы. Надеюсь, в этом году не разочарует. Я тоже позитрон. Очень рассчитываю. Так. Витаю, Виталик. Витаю. Отлично все, друзья. Все отлично. Все отлично. Я полагаю... Все будет Ичкерия. Я не могу вам это зачитать, извините. Это тут про Пушилина, про Дениса Пушилина. Короче говоря, очень все серьезно, друзья. То, что Вашингтон ввели национальную гвардию, то, что Германия НСБ создала, страны Балтии готовы к обороне. Короче, готовятся к ядерному, вероятно, противостоянию. Давайте долбанем, давайте проверим, да, давайте, попробуйте. Посмотрим. Я думаю... У России нет никаких шансов.
Покровск зачистили от российских диверсантов. Такая вот новость. Все нормально, друзья. Не волновайтесь. В Киргизстане был Мишустин. Вот нашел я эту новость. Мишустин прервал визит в Киргизстан из-за отъезда Путина в США. Как будто Мишустин не знал, да, что он отъезжает. Что Путин полетит на Аляску. Премьер-министр России Михаил Мишустин досрочно прервал визит в Киргизстан в связи с поездкой Владимира Путина в США. Он сообщил об этом на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате. Сообщает эксклюзив КЗ. Со ссылкой на радио Азатык. Прошу меня извинить, мне необходимо вернуться в Москву. Вы знаете, что сегодня на Аляске состоится российско-американский саммит с участием президента Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа. Мне необходимо присутствовать в России, цитирует УАРИА Новости. Вероятно, возвращение Мишустина связано с положением Российской Конституции, по которому глава правительства исполняет обязанности президента в случае, если тот не в состоянии этого делать. При этом необходимость присутствия хотя бы одного из них в стране в законе не закреплена. Понимаете? Это говорит о том, что либо Трамп, либо Путин перебрался и сдался американцам, и уже Мишустин президент. Посмотрим. Азан, ты меня игнорируешь или не читаешь, что я пишу? Карфаген, я не вижу, что ты... Корфаген, точнее. Я не вижу, что ты пишешь. Вот я твой первый пост увидел, я его прочитал. Аса, якщо обміняються ядерними ударами, то, напевно, виживуть лише таргані, такі як Путлер. Не знаю я. Я думаю, Россия испугается. Я уверен, что вот эта ФСБ, террористическая банда ФСБ, она испугается. Она не будет наносить. За что наносить ядерную? За что самоубийством заканчивать? Они и так проиграли. Понимаете? Они вступили в эту войну, они уже проиграли. Никакого выигрыша нет. Просто им придется умереть. А если сейчас Путин перелетит в США, он, наверное, уже там, если Мишустин возвращается, значит, уже все теперь ясно. Путин, все, видимо, окончательно остается на Аляске. Ну, посмотрим, да, пока не будем вперед забегать. Но я полагаю, что никакого не будет. Вот если вот ответного удара, да еще же нужно же, если ты выпустишь, нужно же, чтобы твои ракеты долетели, правильно? Вы видели, сколько ракет запустили иранцы по Израилю? И не все долетели. Если бы все долетели, там от Израиля много чего, большие потери были бы у Израиля, разрушения были бы мощнейшие, но многое было сбито. У американцев еще больше, понимаете, вот этой защиты и так далее. Плюс и космос и так далее. Лететь им дальше, чем от Ирана до Израиля. Поэтому есть все основания полагать, что уже подтянутые корабли, авианосцы, подлодки, все вокруг России уже, видимо, все уже обложили полностью. И давай, сдавайся. Может так, может сейчас он прилетит, подпишет, скажет, да, все, я там отдаю, там обмениваюсь, там трейд, десятое, все, расходимся. Может так будет. Я давно считаю, что Путин уже капитулировал. Но играет игру, делает вид, что он там борется, что там он там сопротивляется, там и так далее, и так далее. Поэтому убедительно и по-настоящему умеет играть, да, такой лицемер, лицедей, такой мощный. Поэтому я думаю, что никакого обмена не будет. Вероятно, американцы нанесут какие-нибудь мощные удары, не обязательно ядерные удары, может какие-то водородные удары, еще какие-то. Да, со звуком проблемы, да. Ну, я вижу, видите, у нас начали пропадать, просмотры. Значит, у людей просто не видно наш стрим, и все начало на спад идти. Дякую, вашу думку я поважаю. Спасибо, Сэм.
Я думаю, Сэм, что не будет никакого ответного ядерного удара. Я думаю, что если сейчас будет какой-нибудь сокрушительный, еще же нам раньше такая информация, где-то несколько месяцев назад, что русские, кстати, я же их очень много мониторю, ну, почти всех я их мониторю. Они рассказывали, что украинцы какой-то мощный кулак подготовили военный. И может быть, что сейчас украинцы пойдут в контрнаступ, как говорится. Посмотрим. Нормальный звук. Ага, Кох, спасибо. Ну, все равно видно, что у нас какие-то проблемы идут конкретно со стримом. Но ничего, ничего. Ничего, ничего, ничего. Давайте сейчас я опять включу нашу эту троллятину. Позволим этой троллятине зайти, посмотрим, что изменится. Мне приходится экспериментировать, чтобы вычислять, как они действуют, чтобы принимать контрмеры. Так, отлично все, друзья. Я думаю, мы сегодня увидим очень много интересного. Посмотрим, не будем спешить. И если Трамп говорит, там, Путин красавчик, там, нормальный парень, или там, Лукашенко, отличный президент, правитель, там, еще что-то там, и так далее, вы не думаете сразу, что там, о, что... Нет, это обычная вежливость, это дипломатия обычная. Ну что, какая польза будет, если он его назовет там людоедом или террористом? Это мы говорим, чтобы мы знали. А тут люди решают, их решения, их слова имеют значение. На весь мир распространяется то, что они говорят. И в переговорном процессе это важно. Если ты хочешь... Это все игра, большая-большая игра, которая ведется. Поэтому, если там будут какие-то комплименты, да, Путин красавчик, нормальный парень, просто посмотрите отношение к его вот этому журналистскому пулу. Посмотрите, где кого они как распределяют, как они к ним относятся. Вот и все. Это просто само за себя говорит. Понимаете? Реальность, вот она такая. Поэтому не верьте в слова, смотрите за делами, смотрите. Не верьте. Нам уже пора привыкнуть. Мы же видим, сколько лицемеров, сколько обманщиков, которые говорят одно, они суперпатриоты Ичкерии, суперпатриоты чеченского народа, Украины, украинского народа. И этим они нас дезориентируют. Такова она политика, так люди себя ведут. Политик одно у него на языке, другое у него в уме, а третье он делает. Понимаете? Вот что такое политика. И настоящий политик. Как писал профессор Абдурахман Автарханов, он описывает какого-то там древнего, средневекового, по-моему, если не ошибаюсь, какого-то... Нет, это, по-моему, вот в прошлом веке, по-моему, какие-то политики описывают, и что вот его представляют какому-то там императору или президенту, и говорят, это очень честный там такой человек. Он говорит, если он честный, он не политик. Сразу же такая оценка дается. Честный, это такая вот мощная система. И смотрите, появляются новые новости, друзья, самое интересное, на канале Реалити, в прямом эфире. Время завершать войну, заявил Владимир Зеленский. Президент Украины надеется, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске откроет возможность реального пути к честному миру и сущностного разговора лидеров в трехстороннем формате. Время завершать войну, и соответствующие шаги должны быть сделаны Россией. Надеемся на Америку. Готовы, как и всегда, работать максимально продуктивно, заявил Владимир Зеленский. Позднее в своем видеообращении он подчеркнул, что Россия сейчас продолжает наносить удары по территории Украины. Война продолжается. И продолжается именно потому, что нет не только приказа, но и сигналов о подготовке Москвы завершить эту войну. В день переговоров они тоже убивают. И это о многом говорит. Надеемся на сильную позицию Америки. Все будет от этого зависеть. Россияне считаются с американской силой. Именно силой, подчеркнул украинский президент. Именно об этом я вам и говорю. Именно так. И сейчас, когда он находится там, смотрите, давайте сейчас гипотезу я предложу вам.
Например, Путин, Трамп говорит, останови войну. Он начинает разговаривать там с Дональдом Трампом, и запускаются ракеты. Сразу после разговора, во время разговора уже там по Украине запускаются ракеты. Погибают люди, роддом, больницы. Как обычно, русские бьют, патрушевцы, ФСБ, людоеды бьют по мирным людям, убивают мирных людей. И ему Трамп говорит, ты что делаешь? Ты меня подставляешь, там фактически получается, что Трамп разделяет тогда эту ответственность за этих убитых. Так неоднократно в отношении чеченцев русские делали, понимаете? Приезжала французская, вот была, как ее по имени-то, ну, короче, короче, каждый раз, когда с кем-то переговоры, убивают людей, понимаете? И сейчас, а Путин так, наверное, говорит, извините, дорогие мои, но у меня здесь вокруг меня там Патрушев, какой-нибудь там еще кто-то, еще там какие-то люди, которые меня убьют просто-напросто. Просто я буду уничтожен, понимаете? Поэтому, ну, я ничего не могу сделать. Там Патрушев управляет. Вот сейчас, когда была встреча Путина вот с этой своей кодлой, перед тем, как вылететь в Америку, там Патрушева не было. А когда было вторжение в 22 году, широкомасштабное в Украину, тогда Патрушев там сидел. И фактически Путин может говорить, то же самое говорил Сталин. Почитайте в разных мемуарах, в том числе у профессора Абдурахмана Автарханова. Он там говорит, что Сталин говорит, ну я там не русский, там меня там, я там Совет Безопасности, у них там, что у них там, мы политбюро, мы не можем, я не могу от себя решения принимать. И, например, Путин говорит, а я ничего не решаю. Если я это скажу, меня сразу уничтожат. Вы понимаете? Окей, говорит тогда Трамп. Тогда ты вылетаешь сюда, останавливаешься на Аляске, например, как гипотезу я вам говорю, и подписываешь с Зеленским окончание мира. Мишустин находится на месте. Понимая это, например, Мишустина, может, отозвали, сказали, а ну быстро возвращайся. Сейчас что говорит Зеленский? Он говорит, соответствующие шаги должны быть сделаны. Война продолжается, но нет не только приказа, но и сигналов о подготовке Москвы завершить эту войну. То есть Путин должен давать сигналы, сказать, да, ребят, да, мы должны закончить. Но он говорит одно и то же, заученными фразами. Нет, мы там туда-сюда. Вполне может быть, потому что зная, кто такой Патрушев, может быть вполне, что не какое-то там, может есть, может Путин хочет выскочить из-под этого. И говорит, давайте я у вас на Аляске спрячусь, как будто там сами, там все серьезно, там раз, Путин пролетает, и поэтому Путина даже, может, очень официально могут встретить, да, может, там без супер там красной дорожки, но все равно встретят, там, как положено, привезут, сядут, посадят напротив Зеленского, и сегодня мы это увидим. Если Путин долетит все-таки, а я думаю, он уже долетел, раз уже Мишустин возвращается, какой-то сигнал поступил, видимо, и в Конституции российской нету условия, что обязательно оба президента должны, президент и премьер-министр должны находиться в стране. Вот это я прочитал. Я это в первый раз прочитал. Но я знаю точно, что они не могут на один самолет садиться вместе, они не могут там после гибели президента, то премьер-министр становится, как в Америке, например, вице-президент становится, так президентом, так в России по Конституции премьер-министр становится. Поэтому, может быть, Мишустин сейчас вернется, а Путин сейчас полетит и скажет, ребят, останавливаем войну. Все, хватит, навоевались, давайте прекращаем, останавливаемся. В этот момент сразу же, я полагаю, должны быть введены европейские войска на территории Украины. Они должны между стать украинцами и русскими. И должен начаться процесс остановки войны. И есть все основания, что сейчас все получится в этом плане. Мы просто всех не знаем, я это как гипотезу высказываю. Посмотрим, как будет. Посмотрим. Нет, не Анна Неват ее звали. Нет, это ну, на языке вертится. 100 раз писал про нее, говорил. Вот, бывает такое. Так, валейкум салам, Алмаз Исаев. Да, у нас каждый день воздушная тревога. Да,
Они вас просто морально хотят извести, устать, да замучить хотят, да, это так. Ле Пен, да, Кох, спасибо тебе большое. Да, Мари Ле Пен, Мари Ле Пен. Мари Ле Пен, когда прилетела, тогда на Росгвардии, ну, не помню сейчас какой год, есть такой деятель, один здесь сидит, может быть, просто умственно отсталый, может быть, по заданию действует, ну, в рамках российского нарративного пропаганды действует он. Может, просто полезный товарищ. Вот у него 6 его, с кем они там встречались, общались там туда-сюда, в мечети там встречались, там друзья, знакомые, соседи были, 6 парней. Вот у него случайно оказался загранпаспорт, случайно он выехал куда-то в Египет, а эти 6 человек были похищены и потом как будто совершили нападение на Росгвардию. Убили 6 росгвардейцев, сами русские убили. Ну там брат Адама Демельханова, там как его, Данильбек Демельханов или Анальбек, я не знаю, как его зовут, он, короче, там Росгвардию возглавляет, он об этом докладывал. Ну, значит, он в курсе всего, что там происходило. А убийство росгвардейцев было настоящим. Просто их реально убили, россиян. И 6 вот этих, кого они похитили, чеченцы убили. Якобы они совершили нападение. И какие-то видеокадры, где как будто там камера снимает. Ну, видно, абсолютно стопроцентная такая постанова, чтобы сделать вот похожим, как будто что-то было. И в этот момент Ле Пен была, понимаете? И Ле Пен они гасили каким-то образом, вот теперь я понимаю, хотя я тогда уже Ле Пен считал, что это союзник Путина, там, она там на этом себе очки делает и так далее, и так далее. Но после того, как произошло убийство Джохара Дудаева, когда Клинтон был в Москве, потом, когда вот сейчас Трамп поговорил с Путиным, раз удары по Украине наносятся, и Трамп фактически украинскую ленту открываешь, там украинцы говорят, вот он там, ну фактически как предателем его уже обзывают, там, как так он посмел, там, туда, он с ним говорит, а Трамп-то по-хорошему отзывается, да, хороший там разговор получился, там, туда-сюда, и получается, что как будто Трамп разделяет эту ответственность, да. А с другой стороны, еще это и запугивание, когда к вам прилетает там Билл Клинтон, убивает человека, президента европейской демократической страны. А все помнят убийство Кеннеди, например. А Клинтон, например, я не думаю, что такой смелый, как Трамп, тоже жить хочет. И ты уже начинаешь там ерзать на стуле, задумываться, а может где-то чуть-чуть уступить мне там и так далее. Более сговорчивый становишься. Может, для этого это делается. Может, еще по каким-то причинам делается. То же самое с этой же Мари Ле Пен, когда она прилетела в Москву там, за поддержкой Путина, убийство вот этих 12 человек произошло. 6 чеченцев и 6 вот этих росгвардейцев. Один, как я вам сказал, известный деятель, здесь сидит там, рассказывает там чушь. Этот вылетел, короче, в Египет. Чудом выжил. И сейчас чисто российскую пропаганду, вот в нарративе, да, я не говорю, что все они агенты, просто есть люди просто необразованные и глупые. Здесь они умных обманывают, а глупые вообще это за милую душу, как говорится. Поэтому с этой же Мари Ле Пен была еще одна ситуация. Была ситуация в том, что когда здесь, в Германии, взорвали футбольный клуб Дортмунд-Боруссия, Сергей Винергольд из Челябинска оставил записку, что это исламские террористы, исламское государство, там выводите войска из Ирака, там, 3-10, и вот они взорвали вот этот футбольный клуб. Когда они взорвали этот футбольный клуб, как раз должна была выступать на этот перед этим матчем или после этого матча должна была выступать Мари Ле Пен. Когда вот французский Монако и немецкий вот Дортмунд-Боруссия. Дортмунд-Боруссия взорвали, матч не состоялся, а должна была выступать Ле Пен. И как бы потом мне подбрасывалась идея, может быть, реально человека, который тоже, как и я, немножко заблуждался,
Может быть, специально агент это был, который мне закладывал эту программу, эту информацию, что Мари Ле Пен, вот, а я даже не обратил тогда внимания, что она должна была выступать. И вот он мне это все рассказывал, и я тогда тоже подумал, о, ничего себе, да, вполне возможно. Там-то совпадение, там. И вот таким вот образом они делают. И сейчас очень трудно разобраться, кто из них за Путина, кого Путин подставляет, там, или и вот это все большая, сложная вот такая работа. Просто людоеды. Людоеды. Просто однозначные людоеды. Так, ассалам алейкум. Было. Анастасия, я так понял, что вы всю жизнь стоят так. Аслан, когда домой? Все чеченцы плохие, один ты, Д'Артаньян. Нет, почему же все чеченцы неплохие? Понимаешь, Салам, а в отличие от тебя, спрятавшись за ником, я открыто делаю работу. И ни одна сволочь, которая меня пытается оскорбить или там в чем-то уличить, ни одна сволочь не может меня в этом уличить. Потому что то, что я делаю, вы никто не делаете. Которые сидите там, Кадырова ругаете, там, халифат строите, еще что-то делаете. А если вы делаете то, что во вред нашему народу и государству, и вы не работаете на Россию, если вы реально просто заблуждаетесь, просто вы такие вот, не понимаете, что происходит, то это вас не освобождает. Понимаешь? Дурак это хуже, чем иногда враг. Понимаешь? Потому что враг это понятно, что враг. А дурак, который вроде бы свой, но он дурак. Понимаешь? Поэтому я всех не считаю далеко. Абсолютно не считаю. Это у вас такая привычка, когда вас разоблачаешь, вы начинаете там за всеми прятаться. Вы за себя говорите. Я же конкретные имена называю, фамилии называю, конкретные отрасли действий называю. Сидят люди абсолютно безграмотные, абсолютно не понимающие, что делающие, и идут чисто по российским нарративам. Я вынужден вам это говорить. Может быть, нужно это более корректно это говорить. Но я уже столько раз говорил корректно, столько раз я просил, уговаривал, что когда говоришь мягко, пытаешься говорить, вы считаете это за слабостью. Вы думаете, что какой-то там ботаник сидит, там что-то там нам рассказывает. Умный, сильный может победить одного, а умный может победить 1000. Да? А есть, по-моему, даргинская пословица или узбекская, не помню точно. Есть так, что один дурак может сделать в 1000 раз вреда больше, чем враг. Понимаете? Вот об этом речь идет. Просто только об этом речь идет. Если вы не знаете, что вы делаете, сядьте ровно, закройте компьютер и успокойтесь. Поговорите вот там про бокс, поговорите там, про музыку поговорите там, еще что-нибудь. Не лезьте туда, куда вы не понимаете. И цагуш был на лилин, и далин, дуар, вот и далин, да? Цагуш был. Сейчас хуюется цагуш был, на. Поэтому... Так. Все, Салам, я тебе все сказал, ты свободен. Можешь выключать, так. Так, WhatsApp работает, говорит, или что? Интересно, ну, значит, пока пробно идет. Ну, и много образованных людей, ну, глупых или даже тупых, много таких видел. А есть не люди без университета, а с адекватным критическим мышлением. Да, Баванетка, совершенно верно. Но если ты за что-то взялся делать и говорить, ну, делай это так, чтобы это не носило вред, понимаете? А у нас вот сидят люди, которые абсолютно не понимают, где они оказались. Как будто мне понравилось выражение вот Николы Пашиняна, который сказал про армян, про Армению он сказал. Мы встаем, говорит, идем по автомагистрали, несется машина, потом машина нас сбивает. Мы встаем и снова идем. Опять сбивает. Вместо того, чтобы выучить правила, посмотреть обстановку, где-то может еще как-то. Вот этим все занимаются. И они наносят вред. Они в любом государстве экстремисты, террористы. Они, может, очень любят свою страну. Они очень болеют за свой народ. Но он дурак, он экстремист. Он наносит вред своему государству. Он не знает, дальше не видит своего носа. И тогда в таком случае государство его останавливает. Его нужно остановить, его нужно
чтобы этот вред. А сейчас, когда наша страна оккупирована, мы в постгеноцидном состоянии находимся, у нас нет свободы слова, просто запуганы, зашуганы люди просто до безобразия. И в этой ситуации здесь и над нами ведется днем и ночью работа. Я каждый раз в своих стримах это разоблачаю. Много-много чего разоблачил, много-много объяснил, много пытаюсь донести. Но есть высокомерные болваны, которые считают, да что он знает. И так по бороде погладил, иншаллах, там вот автомат сделает. Не сделает автомат, понимаете? Не сделает. Автоматом не решается, головой решается, интеллектом решается. А если ты не знаешь, сиди ровно. Исчезни просто, уйди с рада. Много я их упрашивал, много я просил, разговаривал. Чем больше упрашиваешь, чем больше с ними говоришь, тем больше они относятся, как будто ты дурак. Что ты их там считаешься что-то. Ну вот я буду также относиться к ним неуважительно, как они относятся ко мне. Я уважал, уважительно относился, пытался разговаривать. Вот про этого деятеля, скорее всего, это этот есть деятель, который мне пишет, которого 6 друзей убили, а он невероятным образом выбежал сюда. Я его пожалел. Понимаете, вот эти бородачи, которые себя возомнились главными мусульманами на земле, они меня за мусульманина не считают. Как только они меня не считают, ислам говорит, если ты не считаешь безосновательность, человек сам не говорит, что он не мусульманин, и ты его не считаешь мусульманином, ты сам не перестаешь быть мусульманином. Это радикалы, это фашисты самые настоящие. И я думал, можно объяснить. Некоторым можно объяснить, некоторым бесполезно объяснять. Просто, в силу они на работе, на задании и так далее. Так вот, вот этот деятель, вот у меня есть друг Дима Бимбанд, в Канаде живет, еврей по национальности, с Украины. Отличный парень просто искренний, большой, здоровый такой мужик с большим добрым сердцем. Еврей, которого ненавидят эти ваххабисты. Вот эти все радикалы, фашисты. Просто за то, что они евреев ненавидят. Он мог бы сказать, пошел к черту, зачем мне это нужно. Но он, поверив мне, поднялся, мобилизовался, поднял все свои силы, писал, там, огромную привлек людей, там еще людей привлек, которые там же в Англии живут, еще где-то. Я об этом говорил, везде распространял, так и так, брал интервью у этого человека. И вижу, что человек просто ведет именно ту линию, которую, может, дурак просто. Но ведет эту же линию, вот эту КГБшную линию, которую все они поддерживают. И все, которые никто его не поддерживал, там Тумсо, Халитов, теперь его братья. А я думал, человек нормальный, если человеку помочь, объяснить. Я ему сказал, не доверяй никому, будь осторожен. Вот перебрался в Англию, в Лондон, живи теперь аккуратненько, туда-сюда. Хотя я тоже с осторожностью относился к нему, потому что верить здесь уже никому нельзя. Так вот, он мне звонит, единственный, кстати говоря, человек, который все-таки позвонил. И сказал, что почему ты меня там считаешь, что я на русню работаю. Я начал объяснять, почему и так далее. Я говорю, ты как себя ведешь? И он мне говорит, человеку, который оказал, вот насколько это неблагодарные люди просто. Я не ради благодарности это говорю, но он объясняет то, что я ему помог, я ему не так помог. Ему Дима Бимбанд помог со своими там другими своими знакомыми, друзьями, которые евреями, не евреями, которые ему помогли. Он говорит, ты на мне пиарился, ты делал себе имя, ты это делал. Вот и все, вот их цена, их подход к всему, что люди хотят какую-то выгоду, и потому что он сам ищет выгоду. Вот такие вот они люди, понимаете? Вот такие это люди. Это люди, просто которых нужно просто игнорировать. Ты просто иди отсюда, в сторону, отойди, ты то, что ты делаешь, вред народу наносишь. Больше разговора с ними нет. Никакого уважения, никакого гиллак с этими людьми быть не может уже. Я слишком много гиллак ставил, слишком много пытался им объяснять, рассказывать. И вот такое мне вещь говорит. Я вообще в шоке. Я говорю, а ты кто? Звезда был какой-то, что ты пиарится за тобой. Кому ты сдался вообще? А на самом деле, сколько я писал про других, там в Украине писал, разговаривал. И все, оказывается, все интерес, у всех свои интересы.
Понимаете? Вот такая вот серендеды он. Вот такие вот они, да? Интересные, да. Так, Саламчик, ты тоже ушел, да он. Вот такие вот дела, друзья. Самое интересное, вы прекрасно знаете, что я вас разоблачаю и буду разоблачать, да? Да, Бабанетка, жесть ли он. Все, друзья, я на этом свой стрим закончу сегодняшний. Я полагаю, что сегодня в 9, может быть, в 10, в 11 следите за новостями. Я постараюсь выйти в эфир и посмотрим, что там будет происходить. Все будет Ичкерия. Слава Украине. God bless the United States of America. Ам Израиль хай. Ади кюэль маш оэль. Нохчик ам дин ду дин хираду. До свидания, друзья.